Турция, хотя у нее там население всего в 2 раза больше, чем Украина, у нее экономическая мощь 5 раз превышает валовый национальный продукт Украины. И эта Турция, она имеет самую многочисленную в Европе армию. Это около 400 тысяч человек. Поэтому поддержка вот такой страны для нас, конечно, очень важна. И вы знаете, какую роль сыграла помощь Турции в освобождении оккупированной территории Азербайджана. Хотя, конечно, сравнивать Крым с Азербайджаном не приходится, потому что напротив нас сейчас не такая нищая такая страна, как Армения, а огромная Россия. Но, тем не менее, решительная поддержка этой страны, нашей территориальной целостности, нашего суверенитета имеет чрезвычайно важное значение. Тем более, что Турция, в Черноморском бассейне, можно сказать, является лидером. И, кроме того, мы на встрече с Эрдоганом, я его просил, я поблагодарил, конечно, за его такую твердую позицию в отношении Крымской платформы. Но я говорил о том, что это недостаточно, надо, чтобы Турция использовала свое влияние в тех странах третьего мира, исламских странах, чтобы эти страны тоже присоединились к Крымской платформе. Ибо нам непонятно, когда какая-то страна воздерживается и держит позицию нейтралитета. Я не мусульманский богослов, я рядовой мусульманин, но я точно знаю, что когда идет столкновение добра и зла, правды и неправды, справедливости и несправедливости, мусульманин не должен быть нейтральным. Он должен занимать активную позицию. Вот эту позицию я просил именно Эрдогану довести до тех стран, с которыми у них наибольшие ближайшие честные контакты. И в этом плане у нас, видимо, будут еще до вот этой саммита несколько поездок от исламских стран. И Эрдоган в этом плане тоже обещал нам твердую поддержку.